Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. И пусть Создатель пошлет вам 1000, миллион раз больше, чем вы помогаете, даете мне. Еще раз огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Февраль. Самые яркие и важные моменты месяца. Что принесет вам последний месяц зимы? Как повлияет на вашу жизнь? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, чего мне ждать от последнего месяца зимы, как повлияет на мою судьбу и какие сюрпризы, неожиданности и яркие моменты мне по судьбе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть покажет нам то, что от нас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Так. Месяц интересный. Очень-очень интересный месяц. Денежный. Сразу говорю, денежный. Денежный и снежный. Вот. У кого-то снега будет очень много. И кому-то снег, прям будет в радость, кому-то дискомфорт будет доставлять. Но запомните, чем больше снега выпадет, тем больше денег вы получите. У кого-то прям деньги вот такими огромными суммами летят в жизнь. С чем это будет связано? С работой, с делами, с бизнесом в первую очередь. И также кто-то может помогать. Вот, прям помогать вам деньгами, либо задаривать вам эти деньги. Я вижу, вы без денег не остаетесь. И вижу, что вам какая-то вот сумма, даже может быть и не совсем большая, но обязательно придет. То есть это идет как подарок вам, вот эти деньги тут подарком. Потому что заработали, заслужили. Потому что эти деньги вам будут очень нужны. Понимаете? Вот такой момент я у вас вижу. Так, что касается расходов, сразу озвучим эти темы, да, то по расходам здесь у кого-то будет прекрасная возможность закончить какую-то кабалу. Но по-другому не скажешь. Это может быть связано с кредитами, это может быть связано с какими-то платежами, какими-то обязательными. Это может быть связано, может быть, с ипотекой. Кто-то закончит. Причем вам поможет кто-то. Вы не самостоятельно вот заработали, отдали, а с чьей-то помощью у вас это все закончится. Так. Какой-то важный документ будет получен. Очень-очень важный документ для вашей жизни, для вашего будущего. Может быть, давно ждали, может быть, где-то потерялся, задерживался. Но вот получите вы этот документ, чему будете невероятно рады. Еще личная жизнь у кого-то наладится в прямом смысле слова. Здесь идет, тут уже даже не встреча, да, либо у вас как-то встреча произойдет, и вы прям сразу начнете общаться, встречаться, чуть ли не жить вместе, да, вот какое-то такое идет состояние близости, да, два человека глаза в глаза, и все, соединились навеки. У кого-то, кстати, из девушек отыграется, что мужчину вы этого давно знали, и мужчина где-то вот прям совсем рядом был, да, каждый день ходили, встречались, общались, там хотя бы, может отыграться, да, что здоровались. И тут, как говорится, сведет, столкнет вас судьба, у вас романтик начнется с этим человеком, другими глазами друг на друга посмотрите. Здесь очень хорошие, теплые отношения. Знаете, что главное? Что вы очень хорошо знаете друг друга. Вы очень похожи. И вы прям будете угадывать мысли и слова друг друга. Вот здесь прям с первого, не знаю, мгновения, да, буквально на следующий день вы уже вместе, и вас просто друг от друга не оторвешь. Вот такое идет состояние.
У кого-то из девочек будет встреча с мужчиной, с кем вы очень давно не виделись, и на эту встречу очень сильно надеялись, ждали, надеялись. Это может быть ваш интернет-знакомый, который наконец-таки до вас доберется, доедет. Может быть, вы даже к нему поедете. Но, конечно, это менее вероятно. Больше похоже, что мужчина будет к женщине ехать. А у кого-то это отыграется, что какой-то мужчинка, который, скажем так, отсутствовал какое-то время, будет к вам возвращаться. Причем возвращаться достаточно ярко. Я бы даже сказала, может быть, в каком-то моменте пафосно. Да? Человек придет там, красивый, нарядный, напарфюменный, с какими-то подарками, с дорогими, может быть, цветами. То есть как-то вот прям пыль в глаза будет кидать. Кстати, может быть, это ваш бывший, который давно уже, знаете, как готовил это представление, да, прям готовился. Очень важно, чтобы вы, ну как врасплох, да, вас заставить, чтобы вы вот обалдели, были шокированы, и он воспользовался этим моментом. Значит, здесь, я сказала, да, у большинства личная жизнь наладится. Так или иначе, я вижу, что люди в паре. Здесь в паре и здесь в паре. Здесь какие-то барьеры упадут. Барьеры в отношениях. Это не обязательно в любви. Это также может быть барьер с родственниками, барьер там, с соседями. Может быть, даже какими-то людьми, там, коллегами, конкурентами, не знаю. То есть, может быть, вы куда-то ходили очень долго, добивались каких-то разрешений документов, да, и госслужащие достаточно высокомерно с вами там общались и не шли вам навстречу. Тут раз в один момент приходите, они вам как к старому другу обращаются, да, понимаете, что вот пробил я этот потолок, теперь вот все у меня хорошо, все у меня замечательно. Так, чего нужно остерегаться? Нужно остерегаться мошенников. Причем мошенничество может быть со стороны, вернее, знакомого человека, либо человека, который, знаете, как ангелочек такой, да, человек может быть сотрудником, знаете, как в каких-то вот государственных, да, учреждениях, может быть, кто-то будет просить, вот это, да, позолоти ручку. Может быть, кто-то специально будет так выкручивать ситуацию, что вот намекать, да, на то, что нужно позолотить ручку. Вот, это может быть. Но опять же, это мошенничество, наверное, не мошенничество. Как вымогательство, да, такое вот будет. Будьте внимательны. Всегда можно ведь пожаловаться, всегда можно и договориться, да, то есть что вам будет подходить в этот момент, тем и занимайтесь. Но я хочу предупредить, что человек может с этой позолоченной ручкой сделать ножки, да, и Васькой звали, то есть там уже ничего не докажешь. Вот здесь нужно быть бдительным и внимательным. Конечно же, старайтесь решать свои проблемы самостоятельно, да, чтобы все было правильно, в случае чего можно было бы, например, обратиться с какой-то жалобой, с каким-то, вот знаете, с претензией, да. Но когда золотишь ручку, конечно, многие дела делаются намного быстрее, но с другой стороны, если вас человек просто тупо подставит, то здесь уже ничего не докажешь, да. Потому что и то, и другое, и даватель, и приниматель, по-моему, обоюдно наказывается, насколько я вот помню, либо понимаю. Поэтому будьте аккуратны, потому что человек может наобещать, а вы поверите, и дело не сделает, да, и сам пропадет. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны. Особенно, кстати, да, могут приходить всякие там ремонтики, работники. Если вы будете осуществлять ремонт какой-то техники, малой либо большой, тоже будьте бдительны, потому что здесь могут лишнего насчитать, на какую-то нереальную сумму там счет вам предоставить. Здесь тоже нужно сверяться. Здесь нужно, если по возможности, понятно, что не у каждого она есть, может быть, там каких-то более крупных там специалистов вызывать, да, из организаций, которые там имя имеют, да, в случае чего можно там, опять же таки, претензию кинуть организации. Когда к вам приходит какой-то муж на час, ремонтирует вам, не знаю, там стиралку и говорит, что там с вас цена как половина этой стиралки, то здесь нужно, конечно же, подумать. Здесь нужно прям бдительность будет проявить. Девушки, которые живут одни, вот одна в доме живет женщина, девушка, здесь почаще выходите на улицу, потому что я вижу, что вот кто прям один-один, вы найдете друга.
Я не могу понять, кто это. То ли это человек, то ли это животное. Вот прям кого-то себе найдете. И вот этот ваш новый друг настолько вам по душе будет, настолько скрасит вашу жизнь, настолько вам прям тепло, да, вот идет тепло от сердца к сердцу, даже если это сердце животного. Вот поверьте, на улице, вот именно на улице повстречаете своего настоящего друга. Так, девушки, у которых подруг очень много, ну там такой коллективчик, там 2-3 девушки, женщины, да, то есть какие-то вот прям вы закадычные подруги, значит, смотрите, что может произойти. Может произойти этот конфликт в вашем вот этом закрытом коллективе. Почему может произойти? Потому что кто-то на кого-то разобиделся, либо кого-то не взяли куда-то, да, вот там от одной женщины, от блондинки идет вся проблема. И она вот закрутит такую кашу, такое вот прям все переругаются, все на друг друга разобидятся. Значит, почему я это вам говорю? Потому что для вас, я вижу, это будет достаточно проблематично. Вы привыкли как-то постоянно общаться, куда-то ходить, встречаться, делиться привыкли, да, то есть, ну, у вас такой женский клуб, закрытый женский клуб. Значит, что вы можете сделать лично вы? Постарайтесь всех помирить, либо постарайтесь всех собрать и разобраться, что произошло, откуда конфликт пошел, почему там все начали друг на друга обижаться, какие претензии. Понимаете, тут вот из-за вот этой ситуации вскроется то, что ну, действительно где-то подгнивало, и то, что нужно зачистить, чтобы человек, ну как не человек, а ваш коллектив, он оздоровился. Вот. То есть я вижу, что вы как поссоритесь, так и помиритесь. И вы, кстати, сыграете какую-то вот прям главную роль. И, кстати, да, после этого случая вы станете неформальным лидером вашего вот этого женского клуба, вашего маленького коллектива. Так, кстати, про коллективы на работе. На работе будет все очень неплохо. У кого-то будет совершенно новый коллектив. Это может быть какие-то курсы повышения, новые люди, интересные собеседники, очень дружеское настроение, такое, знаете, веселое, легкое. И люди какие-то, вот знаете, будут собираться, все какие-то вот перспективные, да, вот один там, например, при одной должности, другой при другой, то есть там можно между этими людьми там ходить как в магазине, да, выбирать себе, скажем так, помощника по случаю. Вот. А у кого-то отыграется как новая работа. Новая работа, причем работа просто замечательная. Может быть, на первый взгляд будет казаться сложно. Может быть, даже будет казаться, что к вам как-то вот прям строго относится, например, начальник. Но нет, к вам будет просто присматриваться. И ну, там тепло, понимаете? Там тепло, там вы душой и сердцем отогреетесь. А потом поймете, что вот это работа моей мечты. И делаю то, что хочу, и зарабатываю неплохо. И люди, замечательные, добрые люди вокруг меня. Так, для тех, кто уже на постоянном месте работы, здесь я вижу, что если какие-то были там проблемки в коллективе, да, может быть, какие-то были там споры, либо какие-то недоброжелатели, там, может быть, даже конкуренты, у вас идет время покоя. Вы спокойно ходите на работу, делаете свои дела. Ну, такая рутина, да, рутина, которая, в принципе, не напрягает. Кто занимается бизнесом, готовьтесь к тому, что у вас будет очень много дел. Дела будут связаны с какими-то новыми поставщиками, там, заказчиками. То есть здесь идут новые клиенты, новые контакты. Причем контакты достаточно такие мощные. Значит, вы можете за этот месяц заключать контрактов, и может на несколько лет вперед, обеспечив себя и свою компанию, да, также на несколько лет работой. Будьте внимательны, не ленитесь. У вас какой-то еще случай выходит. Случай, ну я не могу понять, что это. Может быть, куда-то вас пригласят, какое-то приглашение к вам идет. Там, где будут люди, типа по интересам, да, что-то по интересу будет. А вы будете думать, идти, не идти. Значит, обязательно идите, потому что с очень хорошими, важными людьми вы там познакомитесь. Все будет замечательно. Так, этот месяц. Здесь очень много выходит почему-то визитов, ваших визитов к родственникам, либо родственников к вам. Достаточно, знаете, вот как проходной двор в один момент. Вам будет казаться, что да, ваш дом проходной двор. Очень много людей курсируют туда-сюда. С чем это связано? Ну, не знаю, может быть, какие-то перемещения, может быть, просто люди получили какую-то свободу, не знаю, как-то вот просто, да, люди туда-сюда ездят. В принципе, я не вижу, чтобы это вас сильно напрягало. Может быть, разве что какие-то дни, когда вы особо устали, то есть не особо хочется там столы накрывать, да, что-то делать, там, встречать, там, быть вот такой вот хозяйкой радушной, хотя надо. Но так, в принципе, я вижу, что никакого дискомфорта нет. У вас, кстати, какая-то вот еда идет интересная в феврале.
То есть, может быть, родственники вам что-то будут передавать, привозить. Знаете, как хочется сказать, ну это не домашнее, а вот что-то как уникальное, да, то, что вы каждый день не кушаете. А то у вас прям такое изобилие будет. Кстати, по идее, изобилие в этом месяце. Будьте аккуратны, девушки, которые пытаются там к лету готовиться. Да, вы же помните, да, что нужно готовиться заранее. Худеть в один момент — это очень плохо. Нужно заранее к этому готовиться, потихонечку снижать, да, там, объемы потребления пищи и пытаться вот организм перестраивать. Не резко ему все обрывать, а именно перестраивать, чтобы не было срывов, чтобы не было неприятностей. Значит, а у вас наоборот получается вот очень много еды. Причем еды очень вкусной. Вот прям вкусно, мне вкусно, я хочу еще. И вы вот прям можете достаточно, знаете, как прибавить, да, не убавить, а прибавить наоборот. Так, по здоровью. У многих будут моменты, когда будут проходить люди обследования. Не знаю, то ли я не могу понять, с чем это связано. Я не вижу причину, по какой вы проходите обследование. Может быть, это ваша очередь подошла. Может быть, ну как там, раз в год надо проходить по работе, может быть. Ну, человек занимается своим здоровьем, проходит обследование. Значит, сразу предупрежу, что, возможно, в таких вот больничках, медицинских центрах вам придется столкнуться с непроходимой глупостью и хамством. Сразу хочу сказать, потому что здесь какой-то прям, ну, какие-то люди в белых халатах достаточно агрессивно настроены. В принципе, ну, тут оправданий им нет. Вот вообще, в принципе, нет, да, даже если там зарплата маленькая и большой человекопоток, все равно не дает права человеку, да, который выбрал себе такой путь, такую профессию, хамить, грубить пациентам. Да. В конце концов, ты давал клятву Гиппократу, да, будь добр, хотя бы, если не можешь справиться со своими эмоциями, если твои там личные проблемы на тебя накрывают, пожалуйста, уходи с этой работы, занимайся чем-то другим, там, не знаю, работай без людей, да, вот сам себе сиди, тихонечко там ковыряйся и работай. Значит, что я хочу сказать, не расстраивайтесь особо сильно. Ну, я думаю, что вы, ну, тут я просто вижу, что желание будет, да, вот прям наказать, может быть, этих людей, там, нажаловаться на них. Такое, знаете, вот яркая эмоция, вот прям, ну, разозлят вас. Вот вы спокойный человек, да, но когда вы вот с таким прямым хамством встречаетесь, прям уже не по себе. Значит, постарайтесь взять себя в руки, потому что здесь вы, ну вот честно, да, никому ничего не докажете, потому что там все они одинаковые, у них там какие-то поруки прям идут, ничего не докажете, только расстроитесь. То же самое, может быть, кто-то из ваших близких будет проходить обследование, да, либо обращаться в поликлинике, можете столкнуться вот с таким вот поведением. Покажите, что вы тоже с зубами, да, что вас лучше не трогать. Ну и как бы на этом, да, я думаю, что вы сможете, да, как-то вот сделать то, что вам надо, и, скажем так, забыть об этом всем, как в страшном сне. Каких-то страшных диагнозов я не вижу, но у людей, у которых были плохие диагнозы, я вижу ремиссию, либо возможность выхода в ремиссию. Здесь, значит, вот либо лечение даст положительный эффект, либо человек сам как-то вот перенастраивается, да, то есть, может быть, ну, действительно, вот оно по природе, выздоровление у человека идет. Человек выбирают жить, и причем жить полноценно, а не вот там с таблетки на таблетку перебиваться. Так что у многих даже улучшение по здоровью идет. Так, женщины, которые у меня в определенном возрасте, да, которые старше, чем 60 лет, 60-65 плюс, пожалуйста, будьте аккуратны при ну, вот выходе из дома. Да. Вот у вас ступеньки, почему-то идут ступеньки, и ну, тут как риск падения идет, понимаете? Может быть, это будет одна маленькая ступенька, и вы можете, не дай бог, да, лучше не буду об этом говорить. То есть прям старайтесь всегда, я понимаю, что сейчас у нас не самое лучшее время, чтобы браться там за перила в подъезде, либо, в принципе, да, за какие-то опоры на улице, но постарайтесь, может быть, перчатки, одноразовые перчатки, ну, кто как может, да, но постарайтесь четко стоять на ногах, да, и на что-то еще и опираться. Потому что здесь какой-то вот прям может быть конфуз, причем, ну, как на ровном месте идет, да. А зачем вам это надо? А вам это совершенно не надо.
Так, еще машина выходит, машина, могут быть поломки автотранспорта, причем какие-то вот прям, я не могу сказать, что это спонтанно. Значит, были какие-то сигналы, какие-то были звоночки, что-то стучало, что-то там звенело, вы не обратили внимания. Ну, в нужный момент вы едете, да, по важному делу, и может, не дай бог, да, машина просто остановиться, и все. Поэтому, пожалуйста, если вдруг вы ощущаете, что что-то не так с вашим автомобилем, в сервис, в мастерскую, да, вот там сами, если умеете, да, пожалуйста, посмотрите, потому что там что-то сломалось, но оно как бы, знаете, как, ну, на веревочках, да, на веревочках держится до поры до времени. Просто ситуация, что в нужный момент может вас ваш автомобиль подвести, это может быть. Тут еще просто нужно будет придумать, как там эвакуировать и прочее, да, дополнительные еще расходы могут появиться. Так, кто у меня ждет какого-то возвращения денег, либо выплаты денег, либо... Не, ну это больше похоже как на долг, да? Либо вам должен какой-то человек, либо вам какая-то организация должна что-то вернуть, либо заплатить. Значит, самый-самый конец месяца у вас будет вот эта денежная сумма. Там, значит, и понервничать придется, может быть, даже повыяснять, там звонить, ходить. Ну, мои дорогие, видите, как сложилась ситуация. Без борьбы, да, ничего не получится. Ну, я вижу, что результат будет. Все ваши усилия, они будут оплачены. Так. У кого-то будет очень яркое знакомство с мужчиной. Значит, мужчина весь такой красивый, холеный, артистичный, веселый. Такой, знаете, вот прям играет. Не живет, а играет. Очень понравится, потому что личико очень смазливое. Но, девчонки, он будет женатый, либо какой-то вот, ну, со связями, да. То есть у него, возможно, там несколько женщин, как может даже какой-то гарем отыграться. Ну, такой ходок. То есть мужчина, который не умеет, либо не может остановиться на одной женщине. Вот, назовем это так. У него какие-то есть проблемы в этом деле, в мужском, да, с его мужской стороны. И из-за этого вот он такой, да, туда-сюда по женщинам бегает, все ищет ту самую, с которой он получит вот то самое удовольствие. Ну, я так понимаю, что не получит. Будьте аккуратны, потому что он такой смазливый, он так умеет в душу залезть. Вот прям я вижу, какое-то будет у вас то ли мероприятие, может быть, просто куда-то пойдете в какое-то кафе, либо кому-то в гости зайдете. И там этот мужчинка как пристанет к вам, девчонки, не отстанет, вот не отобьешься от него. И он такой прям как, знаете, вот этот, как дети играют, да, этот слайм, да, прям прилипнет и все. Будете от него, конечно, вы отмахиваться, но кто-то прям может на этого мужчину и повестись, девочки. Ну, тут я ничего не могу сказать, потому что вижу, что мужчина такой вот прям огненный, да, вот прям такой пристал, голову заморочил, и девушка, значит, так поплыла у нас. Будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что мужчина такой приходящий, уходящий. Зачем вам это нужно? Вам это совершенно не нужно. Так, кто у меня на грани разводов или расходов? Значит, у вас будет пауза. Пауза такая, знаете, вот там от нескольких дней до, там, может, даже 2 недель отыграться. Достаточно серьезная, глубокая пауза. И в этой паузе будет казаться, что это все. Конец, расход, развод, разбег. Но на самом деле вас судьба не отпускает. То есть, как вы разойдетесь, так вы и сойдетесь. Сойдетесь вы на почве какой-то проблемы в вашем доме, либо в семье, когда потребуется усилия и одного, и другого партнера. Вот на этой почве вы опять сойдетесь. Сойдетесь вы с претензий, но сможете вовремя остановиться и договориться. Здесь переживать за вас я не буду. Те, кто у меня семейные, кто в семье, в браке, здесь не исключено, что мужчина будет проявлять свою заботу, любовь, ласку. Может быть, у вас, вы как, знаете, как приболеете, может быть, устанете. Проявит свои самые лучшие качества. Вот, знаете, никогда ничего не делал хорошего, а тут вот начнет делать. Может, там стирать, убирать, покушать вам приготовить, да, там, может, там, кофе принесет, пойдет там в аптеку сходит, да, будет как-то себя проявлять. Значит, что делаем? Поощряем, подбадриваем и даем понять, что вот, а вот теперь ты молодец, а вот теперь ты хороший мальчик, да. То есть не забудьте похвалить. Человек, может быть, несколько лет думал, да, как бы ему стать хорошим мужем для вас, как бы показать, что все-таки он вас и любит, и ценит. Так, еще, может быть, у какого-то мужчины могут быть проблемы
проблемы с деньгами, может быть, либо какие-то потери могут быть штрафы какие-то, могут быть, ну вот какая-то вот резкая потеря денег, да, нужно куда-то отнести большую сумму денег, причем как-то по глупости, не могу понять по какой глупости, ну вот такая ситуация. Девочки, которые жены, будет скрывать, вот ему лучше, чтобы вы думали, что он другой женщине отдал, чем он признается, да, куда на самом деле ушли деньги. Спросите его лучшего друга, лучший друг вам все расскажет, потому что лучший друг считает, что это большая ошибка, то, что он от вас скрывает, он вам все расскажет. Так, ну, тут уже не поделаешь, да, я вижу, что вы это переживете. Так, какая-то девушка пострадает от своей свекрови, может быть, либо от бабушки своего избранника. Значит, женщина может на нее просто вот, ну как, с какими-то претензиями напасть, в чем-то ее обвинить. Знаете, вот такое идет, ну, достаточно жесткое отношение. Значит, мои дорогие, ну... Человек неадекватный, что я могу сказать, вообще неадекватный. Значит, ваш партнер тоже поймет. И вот эта ситуация, она, конечно, для вас будет обидной, но с другой стороны, вот через эту ситуацию ваш партнер поймет, что, например, его там любимая мамочка, либо бабушка, либо там тетечка, кто там, сестричка, да, не совсем адекватная женщина. И что нужно жить своей семьей, своими отношениями. Конечно, близкие, они нужны и важны, но своя семья и свои отношения гораздо ближе. Вот эта ситуация, знаете, как из неприятности выйдет большой, прекрасный, положительный эффект. Мои дорогие, на этом у меня все. Любите себя, берегите себя и своих близких. И дай вам Бог всего самого наилучшего. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.